Власти США ввели санкции против государственной нефтяной корпорации Венесуэлы ПДВСА. Фактически речь идет о запрете поставок главного экспортного товара страны, нефти, в США. Санкции хоть напрямую и не касаются России, но влияние все же окажут, полагают аналитики. Санкции запрещают американским компаниям проводить сделки с ПДВСА. Американская, дочка, венесуэльской компании, Сидга Petroleum, продолжит работать при условии, что заработанные ею деньги не будут направляться в ПДВСА, а останутся на счетах в США. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США заблокируют $7 миллиардов активов ПДВСА, потери экспортных поступлений составят еще более $11 миллиардов. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя новым президентом страны и которого поддерживают США, заявил в интервью Wall Street Journal, что его временная администрация благодаря действиям США сможет получить доступ к активам на $500 миллиардов. В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уже дал поручение руководству ПДВСА принять меры по защите имущества и активов, в том числе в судебном порядке. Напрямую эти санкции России не коснутся. Но влияние на российскую экономику все же возможно, говорят BBC опрошенные аналитики. Санкции против ПДВСА, фактически останавливающие поставки венесуэльской нефти в США, это прямой удар не только по Мадуро, но и по интересам России, которая, скорее всего, столкнется сейчас с неплатежами по выданным кредитам, пишет в своем блоге директор аналитического департамента Лока Инвест Кирилл Тремасов. Сейчас долг Венесуэлы перед Россией составляет $3 миллиарда, заявил 29 января заместитель министра финансов России Сергей Старчак. Чиновник не исключает проблемы с обслуживанием этого долга. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно, цитирует слова Старчака агентство ТАСС. Венесуэла согласно договоренностям платит по российскому кредиту 2 раза в год, в сентябре и марте. Следующий платеж в $100 миллионов от страны должен поступить в марте этого года. Просрочек Венесуэла не допускала, уточнил Старчак. Суверенный заемщик не платит либо когда не хочет, либо когда не может. Не может – это дефолт, не хочет – это политика, заявил Старчак. Позже пресс-служба Минфина выпустила заявление,
согласно которому они ожидают платеж по долгу в конце марта. Под давлением США концентрация экономических рисков в Венесуэле будет лишь возрастать, а приход к власти оппозиции может стать разрядкой, так как тогда США могут снять санкции, соглашается главный аналитик БКС премьер Антон Покатович. Рейтинговое агентство Moody's в марте снизило рейтинг Венесуэлы до уровня C, преддефолтного уровня. В последнем отчете агентства по стране от мая 2018 года говорится, что страна страдает от гиперинфляции, экономического кризиса и разрушения институтов. В агентстве полагают, что Венесуэла не сможет в будущем платить по части своих долгов. В агентстве сомневаются, что компания, у которой не хватает ликвидности, в будущем сможет расплатиться по своим долгам. Тем более, что добыча нефти находится на исторически низком уровне. Добыча нефти в 2018 году в Венесуэле оказалась на самом низком уровне за последние 28 лет, сообщал в начале января Bloomberg. Венесуэла ранее была зависима от экспорта в США, но сейчас свою роль играют поставки в другие страны, например, в Китай и Россию, говорит ректор РШ Рубен Яниколопов. Это подтверждают данные Министерства энергетики США. Если в январе 2009 года США импортировали из Венесуэлы почти 42 тысячи баррелей нефти, то в январе 2018 года уже чуть более 16 тысяч, а в октябре – 17,6 тысяч. Это последние доступные данные. Но и тогда есть риски невозврата долгов. Нефтяная отрасль будет еще несколько лет восстанавливаться, а при погашении своих долговых обязательств республике придется сводить концы с концами, сказал аналитик BBC. Россия уже дважды реструктурировала кредиты Венесуэлы на фоне экономического кризиса в стране. В первый раз это произошло в сентябре 2014 года, а затем в ноябре 2017 года. Тогда долг был реструктурирован на 10 лет. У Роснефти есть совместное предприятие с ПДВСА, Петромэнерго. С предприятия нефть в основном идет в Россию и в Индию, то есть санкции США его не затрагивают. У Роснефти есть лицензия на разработку месторождений Патаа и Мехильонес на шельфе Венесуэлы сроком на 30 лет.
Компания имеет право экспортировать газ из страны. На бизнес в Венесуэлы приходится всего 2,5% выручки компании, посчитал Георгий Ващенко из Freedom Finance. В 2014 году Роснефть выдала ПДВС 6,5 миллиарда долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. На 30 сентября прошлого года, согласно отчетности российской компании, долг составлял 3,1 миллиарда долларов. Часть акций Ситго находится в залоге у Роснефти, в качестве обеспечения по этому долгу. Долг должен быть погашен до 2020 года. Участие Роснефти в совместных с ПДВС проектах происходит в формате «белых оазисов», сказал BBC Покатович. Можно предположить, что проекты по геологоразведке и нефтедобыче, в которых участвует российская нефтяная компания, находятся под ее полным контролем, в том числе охраняются милитаризованными формированиями, сказал он. В такой ситуации, по его мнению, даже в условиях санкций со стороны США эти проекты продолжат работать. Однако аналитик видит другие риски для компании, например, невозврат долга в 3 миллиарда долларов. Риски этого возрастают, по его мнению, если Мадуро останется у власти. В этом случае он видит риск возрастания санкционного давления на Венесуэлу со стороны Штатов, вплоть до повторения полноценного иранского сценария нефтяного эмбарго 2012 года. Американские санкции в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании могут повлиять на бизнес Роснефти в регионе, но напрямую ее не заденут, делает вывод Ващенко.